Тем временем роль учеников примерили на себе родители школьников. Сегодня в Башкортостане мамы и папы сдавали ЕГЭ. Акция проходит 4-й год подряд по инициативе Рособорнадзора и Министерства просвещения России. Направлена на то, чтобы показать, как проходит экзамен. В Уфе ЕГЭ по истории сегодня писали чиновники. Об их впечатлениях моя коллега Екатерина Темиряева. Глава Минобразования и науки Башкортостана Айбулат Хажин улыбается сразу после сдачи родительского ЕГЭ. Говорит, писать тест по истории оказалось непросто, но итоговый результат – 5. Набрал 16 баллов из 25 возможных. Теперь министр знает, что можно посоветовать школьникам. Сложный, честно скажу. Русский язык и математика, то, что вот до этого сдавали, попроще давалось. Но в целом с заданиями справился. По баллам посмотрел. Так вот. Порог преодолел между 4 и 5. В акции участвовали как родители, так и дети. Какие именно были вопросы в экзаменационном листе, сообщать запрещено. Таковы требования организаторов Рособорнадзора и Минпросвещения и науки России. Важна и моральная подготовка, говорят взрослые. Оперативно все вспоминать, все помнить, знать и уметь их использовать. Потому что мы имеем хороший багаж знаний, вот даже по истории, но их надо в ЕГЭ правильно использовать. Я считаю, что не так страшен черт, как его малюют. Действительно, это просто надо меньше стресса, конечно. Сейчас мне есть что рассказать, прийти в школу, что, ребята, да, действительно, полагайтесь только на свои знания. Если вы знаете, то все напишите. Кроме Уфы, акция прошла и в муниципалитетах Башкортостана. В Балтачевском районе проверял свои знания и глава Ильгиз Субушев, и еще 40 родителей. Эмоции положительные, поэтому детям обязательно объясним, что это все не страшно, что надо учиться хорошо, и все у нас получится. Сам ЕГЭ в Башкортостане будут сдавать около 20 тысяч учащихся, в том числе 1500 выпускников прошлых лет. Экзамен пройдет 25 мая. Поэтому в этом году школам рекомендовали провести последний звонок 23 мая. Екатерина Темиряева, Артур Елаев, Владимир Шевчук. Новости Уфа, Балтачевский район.